Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Леонид Кравчук, считает, что в Украине можно было бы провести всеукраинский референдум по вопросам, касающимся временно оккупированных территорий Крыма, части Донбасса. В конце января в Украине приняли закон о народовластии через всеукраинский референдум. С какой целью Леонид Кравчук предлагает проведение референдума, что думают об этой идее крымчане и что из себя представляет новый украинский закон о референдуме, обсудим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Тема дня. Сразу напомню нашим слушателям, что нас можно не только слушать на средних и FM-волнах, но вы также можете зайти на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира, и прямо под трансляцией можно оставлять свои вопросы и комментарии. Если они будут по теме, обязательно будем их озвучивать. Кроме того, у нас работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 29 05 это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Итак, обо всем по порядку. Начнем с того, что сказал 31 января Леонид Кравчук, первый президент Украины. Он дал интервью телеканалу «Украина-24», и один из вопросов, обсуждаемых в рамках этого интервью, касался как раз-таки принятого ранее закона о референдуме. И тут стоит напомнить, и к этому мы еще вернемся подробнее, что 26 января Верховная Рада Украины приняла закон, который называется «Закон о народовластии через всеукраинский референдум». Инициатором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский, и согласно пояснительной записке, предыдущий подобный закон, который был принят в 2012 году, был признан неконституционным, и в результате в украинском законодательстве возник такой пробел в правовом регулировании института всеукраинского референдума. А напомню, что референдум, даже согласно Конституции Украины, это одна из форм народовластия в Украине. И вопрос ведущего телеканала «Украина-24» к Леониду Кравчуку звучал следующим образом. Я тут даже процитирую для того, чтобы было лучше понятно, о чем шла речь. Какой вопрос сегодня следовало бы вынести на общенациональный референдум для того, чтобы этот инструмент был максимально эффективно использован в интересах страны? Какой вопрос можно было бы задать уже сейчас? Вот такой был вопрос от ведущего. И вот что ответил Леонид Кравчук. Этот ответ мы разбили на несколько частей, но подадим вам его максимально так, как он звучал в эфире «Украина-24». Найбільш болючим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, на жаль, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто люди, які фактично підтримують, політики мається на увазі, які підтримують фактично кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують ці патріотичні свої уподобання на різних політичних площадках. І народ буквально не може зорієнтуватись у тому плані, а яка ж спільна думка у політичних сил? Вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, йдеться про життя і смерть. Рідко буває, щоб так глибоко розходились люди, а вони розходяться. Тому, можливо, це потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя, я б навіть так сказав, в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями. Напомню, что это Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске, и фрагменты его интервью телеканалу «Украина-24». И вот Леонид Кравчук решил в рамках этого же интервью объяснить, как, по его мнению, мог бы звучать вопрос на таком общенациональном референдуме. Я хочу, може навіть не процитувати, а спільну позицію висловити Сполучених Штатів Америки, ОБСЄ, сьогоднішня позиція нового головуючого міністра закордонних справ Швеції питань України. Подивіться, як було сказано, має важливе значення для можливого формулювання питання на референдум. Пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ з повагою повного суверенітету, територіальної цілісності
та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та місто Севастополь. Тобто тут має бути референдум, і так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною незалежною поверненням її територій. Ось головне питання референдуму. А не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати, ні, цього не може бути, вся територія України є цільною незалежною, і вона має належати Україні. Це питання під сумнів не ставиться ні в Сполучених Штатах Америки, ні новим керівництвом ОБСЄ. Ведущий, который брал интервью Леонида Кравчука, высказал предположение, что мало кто в Украине выступит против территориальной целостности, на что Леонид Кравчук ответил. Так прямо нема. Знаєте, зараз сиджу на карантині весь час, і в мене дуже багато часу для те, щоб дивитись, слухати, аналізувати. Людина каже, що вона за Україну. Але все, що є проблемами сьогодні на Донбасі, звинувачує Україну. Не агресію Росії, а Україну. І навіть прості такі відомі технічні речі, як обмін утриманих осіб, як це винна в всьому Україна. Тобто, вроді якби патріот, вроді якби любить Україну, але все, що робиться Україна, робить не так, а Росія все робить так. Я задаю запитання, до якої групи людей віднести цих політиків? До справжніх патріотів чи патріотів, які продають себе за різні умови. Я хочу нагадати вам тут вірш відомого поета, якого я дуже люблю, Симоненка. Він сказав, і в міру ви любите Україну тоді, коли вам вигідно любить. От коли вигідно, люблять і рвуть на собі сорочки. Але насправді лють воду на млин кремлівської політики. Напомню, что это был Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Украина-24». Мы привели вам ответ Леонида Кравчука на вопрос по поводу того, какой вопрос можно было вынести как раз-таки на общенациональный референдум. А закон о референдуме был принят 26 января Верховной Радой Украины. И тут стоит отметить, что мы пытались связаться с Леонидом Кравчуком на протяжении дня. Сегодня приглашали его поучаствовать в нашем эфире для того, чтобы немножко прояснить то, что он сказал, потому что много вопросов возникает, что он имел в виду. Но вот Леонид Кравчук на этот раз сказал, что не может поучаствовать в нашем эфире. Поэтому я, исходя из того, что он сказал, и из расшифровки сказанного в эфире «Украина-24», все-таки учту вот какой момент, и к этому моменту буду апеллировать. Должно быть, это цитата сейчас Леонида Кравчука, на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территории. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Отмечу, что согласно Конституции Украины, согласно 2 статье, суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной. В то же время стоит отметить, что согласно 73 статье Конституции Украины вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно путем всеукраинского референдума. На то, что сказал Леонид Кравчук, уже отреагировал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков 1 февраля на брифинге в Верховной Раде. Вот что он сказал. Я при всій повазі до Леоніда Макарича, я не думаю, що треба проводити з цього питання референдум, тому що і в цій залі, я впевнений, що всі, хто нас дивляться, вони так розуміють без референдуму, що територія тимчасово окупованого Криму, територія тимчасово окупованих частини областей на сході нашої держави, Луганської, Донецької області, це є на 100% територія України, і рано чи пізно вона повернеться. Тому ми всі знаємо, скільки коштує референдум, і для того, щоб знову підтвердитись цьому, я не думаю, що це варто витрачати кошти. Може, був закладений інший сенс, але виходячи з того, що я побачив в засобах масової інформації, я при всій повазі дозволю собі не погодитись. Нам є куди витрачати кошти на референдум, і є інші питання, які також можуть бути розглянені на загальнонаціональному референдумі.
Напомню, что у вас, наши дорогие слушатели, есть возможность поучаствовать в эфире 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть YouTube и Facebook трансляция. Много уже комментариев вижу под трансляциями, но далеко не все могу прочитать, озвучить в нашем эфире. Поэтому призываю вас, наши слушатели, держаться в рамках приличия, комментируя то, что вы слышите. К нам присоединяется в эфир Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер. Добрый вечер. Что вы думаете о заявлении Леонида Кравчука? Вот как считаете, что за этим предложением стоит и стоит ли что-то? Возможно, это просто идея. Честно говоря, мне не хотелось бы думать, что за этим высказыванием Кравчука, которым я категорически не согласен, но стоит какой-то задуманный план. Но в то же время, в последнее время, все больше и больше слышны голоса тех, которые хотели бы поступиться украинскими территориями, временно оккупированными Российской Федерацией, на скорость страны-агрессора. И такие предложения, если бы они прозвучали бы от политиков из ОПЗЖ, я бы еще бы не очень удивился, но то, что господин Кравчук озвучил возможность проведения референдума, в результате которого, не исключено, что украинское государство может поступиться своей территорией, для меня это высказывание обидно просто. Оно мерзкое, по сути. Я хочу сказать, что сожалею, что оно высказано именно Леонидом Кравчуком. Рифат ага, вот если отталкиваться от того, что сказал Леонид Кравчук, прозвучала от него фраза, что якобы вот в рамках такого референдума не должна не столько решаться судьба, будущее Крыма, а вот якобы граждане Украины, они должны подтвердить, что Украина является целостным государством, независимым. Могут быть какие-то сомнения насчет того, что население Украины поддержит такой вариант ответа? Я понимаю, что не вы это сказали, но все же у меня возникают вопросы, как сформулировать вопрос и почему он должен выноситься на голосование? Вы понимаете, проблема не в том, есть сомнения или нет. Проблема в том, что есть сферы, которые никак не могут решаться голосованием. Но представьте себе, что в большой многоукладной семье кто-то из его членов предложил поставить на голосование, не заменить ли нам главу семьи, или не отдать ли одну из комнат, которая принадлежит семье, соседу. Я хочу сказать о том, что Крым, являясь неотделимой, невидимой территорией Украины, в то же время является родиной крымско-татарского народа. У этой территории, которая называется Крым, есть его коренной народ. И не Кравчуку или кому-то другому решать голосованием судьбу этой территории и его коренного народа. Поэтому еще раз хочу повторить. Дело не в том, что кто-то сомневается в позиции многонационального украинского общества, а дело в том, что никто не смеет нашу крымско-татарскую землю, которая является частью неотделимой украинского государства, ставить на голосование. Я же не предлагаю поставить на голосование имущество или какую-то другую форму собственности господина Кравчука и при этом его утешать. Да люди же не будут голосовать, чтобы у тебя ее отторгнуть. Это здесь какая-то, знаете, я чувствую в этом очень такую явную мерзость по отношению к крымским татарам.
Ну, я добавлю тут, что мы обращались к Леониду Макаровичу с призывом поучаствовать в нашем эфире для того, чтобы у него была возможность, в частности, ответить и на такие замечания. Он не смог сегодня поучаствовать в нашем эфире. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, буквально один вопрос, без привязки уже к тому, что сказал Леонид Кравчук. Вот этот закон, который о референдуме, который был принят в конце января Верховной Радой Украины. Ну, вот во фракции «Слуга народа» говорят, что очень много мифов вокруг этого закона, в частности, какие-то, по их словам, спекуляции вокруг того, что на референдум могут выноситься вопросы, связанные с Крымом, с Донбассом, с будущим этих территорий. Как вы считаете, и, я не знаю, возможно, интересовались, действительно ли скрывается какая-то угроза в этом законе? Я думаю, что мы, наверное, как Украина открыли какую-то новую страницу в государственном устройстве, да, государствообразовании, вот так, наверное, по-русски будет правильно сказать. Я не знаю ни одного государства, ни в прошлом, ни в настоящем, которое тогда, когда против него ведется прямая война, пусть и не объявленная, тогда, когда часть его территории захвачена страной-агрессором, чтобы парламент этого государства вместо прямых действий по восстановлению своей территориальной целостности принимал бы закон о референдуме, предусматривающим возможность также ставить на голосование вопросы, связанные с изменениями в территориальном устройстве. И здесь кто бы что бы ни говорил бы, люди будут думать о том, что это делается для того, чтобы поступиться с оккупированными территориями на пользу стране-агрессору, поскольку власть не знает, как восстановить территориальную целостность. И здесь не надо обижаться на общество. Надо было не принимать этот закон. Рифат ага, я попрошу вас все же оставаться с нами на линии, потому что подсказывает мне, что у нас есть звонок слушателя с вопросом или репликой, возможно, в продолжение того, что вы говорите. Добрый вечер, кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика? Ой, добрий вечір. Я з окупаційного Криму. Я з Рифатом, коли зустрічався в 2014 році. Він не помне мене, це вже багато років пройшло. Я, правда, трошки старше його. Я скажу, що? Я вам об'ясню то насчет цього референдуму. Яких референдумів? Хто чого? Ви знаєте, як ото сказав ото московський отой правитель, він сказав, попався, мовчив в туалеті. Ну нельзя так, треба так робити, як він. Кримсько-татарський народ, я багато спілкуюся, я живу в Криму вже 48 років. Я спілкуюся, тому що я не русский, я свій, я настоящий, я українець. Хоча, правда, трошки другой. Но я вам скажу, що, і Рифатику скажу, я постійно спілкуюся, я напоминаю кримським татарам, що таке произошло 18 травня 44 року, як їх вислали. Маленькі діточки знають, що таке 18 травня 44 року. Я постійно спілкуюся і говорю, і ми продовжуємо це говорити. Ми чекаємо, ну то влада, що Зеленського, вона не те веде. Він, той Зеленський, він думає потім, що не так, він тече в Москву. Не те, не та людина. Я вас услышала, спасибо за ваш звонок. Рифат ага, не знаю, есть ли у вас что ответить нашему слушателю? Я просто хочу висловити подяку цій людині, громадянину, який живе в окупованому тимчасово Криму і так добре спілкується українською мовою. За це дійсно дякую. Но хотел бы сказать о том, что вообще тема референдума является абсолютно слабым местом политика Леонида Макаровича Кравчука. Я сейчас пытаюсь быть максимально объективным. Я впервые и встретился с Леонидом Макаровичем Кравчуком в 1990 году, осенью, когда только лишь поднялся вопрос о референдуме 1991 года. Леонид Макарович был председателем Верховной Рады Украины, когда было принято постановление о восстановлении на основе проведенного в январе 1991 года референдума восстановления Крымской автономной республики. И это восстановление этой республики было принято вопреки позиции крымских татар, которые только-только возвращались. Я попробую на днях опубликовать стенограмму
12 февраля 1991 года заседание Верховной Рады Украины. И вы посмотрите, как народные депутаты говорили о необходимости восстановления автономии по национальному признаку, национально-территориальному признаку, и как Кравчук отвергал эти предложения. В 2014 году мы потеряли Крым во многом из-за того, что в 1991 году была восстановлена де-факто русская автономия. И сегодня Кравчук выступает с идеей, инициативой проведения еще одного референдума. Слушайте, мне такое ощущение, что этому политику надо просто перестать эксплуатировать тему референдумов. У него нет ни одного позитива в его политической деятельности с использованием референдумов. Ни одного позитива. Поняла ваше мнение, спасибо. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я отмечу, что мы приглашали Леонида Кравчука поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире, в частности для того, чтобы он как-то детализировал свою позицию относительно всеукраинского референдума. Напомню, что 31 января в интервью телеканалу «Украина-24» Леонид Кравчук сказал о том, что Украина могла бы провести общенациональный референдум по вопросам, связанным со временно оккупированными территориями Крыма и части Донбасса. И вот могу процитировать опять-таки один фрагмент из того, что он сказал. Мы приводили уже полностью фрагмент этого интервью. Так вот, в частности, Леонид Кравчук сказал, что должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Отмечу, что на это заявление уже отреагировал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который сказал, что у него нет сомнений, что граждане Украины поддержат то, что Украина является единым государством вместе с Крымом и Донбассом, но, по его мнению, тратить на это деньги для того, чтобы люди подтвердили свое мнение, он не считает целесообразным. Стоит отметить о том, что Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию на переговорах по Донбассу в Минске летом прошлого года. Он является главой украинской делегации по состоянию на сейчас, и вот тогда, когда Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию, с ним пообщались наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии». И в этом интервью Кравчук, например, заявил о том, что, цитирую, важно услышать людей, которые живут на Донбассе, имея в виду на временно оккупированных территориях, представителей некоего гражданского общества, которое там проживает. Вскоре после назначения Леонид Кравчук также заявил, что Украина может подать Днепровскую воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы. И тогда прозвучала такая цитата, говорят, есть возможность дать воду людям, но не давать предприятиям и военным базам. Конец цитаты. А вот, кстати, апеллирую к тому, что сказал Рифат Чубаров по поводу опыта 1991 года, когда был проведен референдум по воссозданию крымской автономии. 21 января этого года Леонид Кравчук принял участие в эфире подконтрольного России телеканала «Крым-24» на эту тему. К нам присоединяется в эфир политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева Мария Золкина. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Леонид Кравчук, я предполагаю, вы не будете спорить, он автор таких неоднозначных заявлений, как минимум за последние несколько месяцев. Вы как воспринимаете эти заявления, как посоветуете их воспринимать, ну, вот нам, тем людям, которые потребляют информацию? Я советую не обращать особого внимания на подобное, в частности, заявление по референдуму. Во-первых, потому что закон, который был принят по референдуму, не позволяет проводить подобное волеизъявление, точнее, организовывать референдум во всяком случае, по поводу того вопроса, который озвучил Кравчук. То есть к закону про референдум, да, который сейчас был принят, к нему очень много вопросов, но там четко и напрямую сказано, что вопрос территории Украины, целостности территории Украины может обсуждаться на референдуме и может выноситься в какой-то форме вопрос на референдум только в части ратификации международного договора, подписанного Украиной. То есть то, что озвучил Кравчук, я думаю, это был очень необдуманный какой-то совершенно посыл.
который по своей сути очень опасный, потому что он фактически призвал организовать референдум, на котором мы поставили бы в принципе вопрос, должна ли быть Украина целостна или не должна. Это не обсуждается на референдуме. Украина является суверенным государством со своей конституцией. Мы апеллируем к тому, что целостность государства территориальная была нарушена вследствие российской агрессии, и спрашивать население о том, да, я не сомневаюсь, что результаты были бы ошеломительно в пользу целостности Украины. И это подтверждают любые социологические опросы. Мы каждый год проводим, и каждый год мы моделируем возможность аналогичного референдума. Но это социологические опросы. Мы это делаем для того, чтобы узнать, где, как, в каком регионе меняются или не меняются настроения. То есть как мы измеряем, как люди проголосовали бы на референдуме о независимости Украины по аналогу 1991 года, если бы такой референдум вновь состоялся. И там больше 80% всегда отвечают за независимость Украины. Но это социологические опросы, это нужно нам, аналитикам и ученым. А поднимать на флаг какой-то внутренней политической борьбы, ну это значит, мы что, сами сомневаемся, кто-то из политических сил сомневается в том, что Украина должна быть и с Крымом, и с Донбассом, ну пускай официально выйдут и скажут об этом в таком случае. То есть это абсолютная такая политическая, необдуманная, идея была, и я думаю, что она никем в работу не будет взята, и вскоре этот информационный шум уляжется, потому что ни закон принятый не позволяет выносить такие вопросы на референдум, ни с точки зрения политической целесообразности никто не возьмет на себя ответственность, агитировать за что-то другое, скажем так. А доказывать кому мы должны доказывать, что Украина должна быть целостной? Нас только Россия в этом сомневается, больше никто. Мария, у нас тут есть комментарий слушателя под YouTube-трансляцией. Я так предполагаю, это реакция на реакцию на заявление Леонида Кравчука. Мы давали и комментарий Дмитрия Разумкова, и был у нас на прямой связи Рифат Чубаров. И вот наш слушатель пишет о том, что такая реакция, потому что, цитирую, боятся референдума, пол Украины уйдет в Россию. Возможно, у вас есть что ответить этому слушателю? Да, у меня есть что ответить. Без каких-либо политических аффилиаций постоянно проводятся исследования. И по этим исследованиям мы, во-первых, видим, что у нас катастрофически упала поддержка идей интегрироваться с Россией каким-либо образом. Например, у нас до 2014 года у нас 33% населения, большинство из них жило в южных и восточных областях, выступали не за Европейский Союз, не за движение в сторону западных европейских организаций, а за интеграцию в таможенный союз с Российской Федерацией. И состоянием на сегодня в этом лагере уменьшилось на более чем 20% сторонников такой позиции. Есть другой момент, когда у нас тоже до 2014 года среди всех опций гарантирования национальной безопасности Украины на первом месте была идея внеблокового статуса, там порядка даже 40-42%, а на втором месте 28% до 2014 года считали, что нам национальную безопасность гарантировать может лучше всего военный и политический союз Российской Федерации. А сейчас такого мнения придерживаются 7%. И это в спокойной обстановке, я имею в виду, мы изучаем общественное мнение в спокойной обстановке, без политического накала, без ничего. То есть это спокойные ответы респондентов, которые мы верифицируем, проверяем. Поэтому идея никого это не пугает, но меня пугает другое, что когда организовывается референдум, всегда есть две позиции, за и против, и кто-то будет агитировать за каждую из них. И вот тогда мы можем, вынося очень болезненные вопросы, которые касаются целостности государства, или в какой-то форме цепляя идею единства населения, вынося что-то очень животрепещущее на референдум общенациональный, мы искусственным образом провоцируем жесткую политическую дискуссию, разногласия, какой-то язык ненависти к оппонентам своей позиции. То, чего на момент начала кампании по референдуму не будет в обществе, а политически для того, чтобы продвинуть позицию свою, это будет в медиа, в информационном плане, с трибун парламента, в работе с избирателями. Это будет сформулировано, вынесено, на поверхность.
И это очень опасно. Поэтому касательно вопросов Донбасса, Крыма, я считаю, что есть международная позиция Украины. То есть я сейчас не говорю о том, что мы не имеем права по законодательству Украины организовывать такой референдум, но сама дискуссия о том, вместе или порознь, она уже означает проигрыш идеи целостности украинского государства, потому что мы сами ставим это под сомнение. Спасибо вам большое. Это была Мария Золкина, политический аналитик Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Напомню, что в нашем эфире сегодня отталкиваемся от заявления первого президента Украины, главы украинской делегации трехсторонней контактной группы в Минске Леонида Кравчука, который вот накануне в эфире интервью телеканала «Украина-24» сказал о том, что он считает, что не лишним было бы провести общенациональный референдум по поводу статуса или же по поводу того, является ли частью Украины временно оккупированной территории Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сделаем небольшую паузу, продолжим. Я крымчанин. Я из Феодосии. Я из Инкермана. Я из Симферополя. Я из Керчи. Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду. Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму. В нашем Крыму. Если для тебя это тоже важно, если ты хочешь знать больше, если тебе нужны разные мнения, хочешь услышать то, о чем молчат другие, подпишись на канал Крым Реалии прямо сейчас. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. В студии работает Елена Римовская. Ну и немного о законе, который был принят 26 января. Верховная Рада Украины на прошлой неделе приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. Инициатором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он внес на рассмотрение законопроект еще в июне прошлого года. В пояснительной записке речь шла о том, что предыдущий подобный закон, который был принят в 2012 году, был признан неконституционным, и в результате в украинском законодательстве возник пробел в правовом регулировании института всеукраинского референдума. И согласно этой пояснительной записке, сложившаяся ситуация приводит, цитирую, к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме. Конец цитаты. Согласно тексту закона на сайте Верховной Рады, на один всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, проводиться референдум может не чаще, чем раз в год. Если речь идет о разных вопросах, другие тонкости вы можете почитать в законопроекте. Кроме того, предметом всеукраинского референдума не могут быть вопросы, которые, в частности, противоречат Конституции и, вот, например, направленные, цитирую, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создающие угрозу нацбезопасности Украины, направленные на разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды. О реакции фракции на этот закон мы еще, я думаю, успеем отдельно остановиться. Отмечу только, что не голосовали за этот закон фракции ОПЗЖ, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Поприветствовала принятый закон украинская гражданская сеть «Опора», которая осуществляет общественный контроль, адвокацию, в частности, в сфере выборов. Сеть представила свою детальную позицию по закону, в частности, оценку сильных и слабых сторон документа. К нам присоединяется на прямой связи Ольга Айвазовская, глава правления общественной сети «Опора». Ольга, добрый вечер. Витаю вас. Озвучил Леонид Кравчук такую идею. Процитирую фрагмент из его ответа в эфире телеканала «Украина-24» по поводу его идеи общенационального, референдума. Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территории. Вот главный вопрос референдума. Вот если отталкиваться от того, что у Леонида Кравчука есть такая идея, какие этапы ему нужно пройти для того, чтобы такой референдум действительно был проведен? Ну, якщо говорити про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність, це 1-2 стаття Конституції. Відповідно, зміни до розділу 1, 3 і 13 Конституції України приймаються за особливою процедурою. Тобто не через народну ініціативу, а через прийняття Верховною Радою змін
які потім підписує чи не підписує президент. Якщо він підписує, відповідно на останньому етапі має бути оголошено всеукраїнський референдум. Тобто на першому етапі Верховна Рада України повинна конституційною більшістю 226 голосів в першому читанні прийняти зміни. Потім звернутися до Конституційного суду щодо загального контролю в порядку, визначеного Конституцією і профільним законом. Потім пройти ще одне голосування на наступній пленарній сесії Верховної Ради і дати не менш ніж 300 голосів за ці зміни. Потім передати на підпис президенту законопроект, прийнятий закон, але який не вступає в дію, зважаючи на особливість цієї процедури. Якщо президент його підписує, то президент протягом 15 днів повинен винести це питання, точніше зміни до Конституції до першого розділу, на всеукраїнський референдум, де за 60 днів від моменту його оголошення відбувається голосування, і на яке має прийти не менш ніж 50% виборців. Всього у нас на підконтрольній уряду територіях є 29 мільйонів виборців. Ви можете порахувати, що це близько 15 мільйонів. І тільки тоді рішення буде таким, що вважається прийнятим. В іншому випадку ці зміни не вступлять в дію. Тому якщо формулювати в тому вигляді, як це було в загальних абстрактних реченнях сформульовано першим президентом Незалежної України, це процес, який має тривати не менш ніж півроку, тому що це 2 сесії Верховної Ради, 300 голосів під час другого голосування, між ними конституційний контроль з боку Конституційного суду і лише тоді всеукраїнський референдум. Це питання, воно не може бути винесене на референдум через народну ініціативу. Вот, к слову, я хотела у вас уточнить, этот закон, он, ну, скажем так, позволяет, дает такую возможность, как референдум за народную инициативу. Какие вопросы могут предлагать граждане, да, вот собирая эти подписи? За народною ініціативою, перше, не можна вносити зміни до Конституції, 1, 3, 13 розділ, про що ми щойно говорили. Це не може бути питання щодо зміни територій, тому що про це є окрема процедура, це ратифікація міжнародних угод, які спочатку повинна позитивне рішення дати Верховна Рада України, лише тоді питання виноситься на всеукраїнський референдум. Отже, це питання, які стосуються регулярного життя українців і мають загальний суспільний інтерес, тому що збір підписів щодо них має бути підтримано на рівні не менш ніж 3 мільйони підписів, зібраних не менш ніж 2/3 областей, не менш ніж 100 тисяч в кожній з області. Це може займатися створена ініціативна група на зборах, де збереться не менш ніж 300 виборців, які визначать не менш ніж 60 осіб, які матимуть право збирати ці підписи, і на це в них буде до 90 днів часу. Тоді це питання виноситься. В законі немає чіткого формулювання, що це може бути за питання, зважаючи на те, що є поняття суспільний інтерес, і він підтверджений тим, що зібрано 3 мільйони підписів у 2/3 областей. В той же час це не можуть бути питання, які прямо заборонені цим законом. Ті, що стосуються змін до Конституції, які мають відповідний особливий порядок, до питання оподаткування, амністії, того, що відноситься до юрисдикції судової гілки влади, правоохоронної системи, то, що порушує Конституцію, звужує права громадян, відповідно суперечить міжнародним ратифікованим угодам, загальній декларації прав людини і таке інше. Тому насправді в цьому порядку винести питання, яке є сенситивне, але яке не пройшло верифікації інших гілок влади, досить складно, якщо ми говоримо про зміни до Конституції, фактично неможливо. Можливо винести питання, яке стосується скасування окремого закону або норми закону, але тоді Верховна Рада, користуючись своїми повноваженнями і виконуючи свої обов'язки відповідно до Конституції, має на заміну прийняти закон, який врегульовує ту сферу, в якій виник правовий вакуум в зв'язку з
результатами референдуму. Більше того, якщо це рішення буде прийнято до дня референдуму, то він, по суті, за певною процедурою зупиняється. Поняла, спасибо вам большое. Это была Ольга Ивазовская, глава правления общественной сети «Опора». Напомню, что «Опора» представила такой довольно детальный разбор сильных, слабых сторон принятого 26 января закона о народовластии через всеукраинский референдум. И вот если возвращаться к тому, как фракции реагировали на этот проект закона, уже закон, то я напомню, что за закон, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, не голосовали фракции «Оппозиционная платформа за жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Например, депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что этот документ, цитирую, «не имеет права на существование». Він підриває підвалини демократії взагалі. Цим законом Верховна Рада, вищий, єдиний законодавчий орган, усувається від частини законодавчого процесу. Цей референдум з дуже розмитими формулюваннями пропонує виносити на загальнонаціональне, загальнонародне обговорення будь-що без участі Верховної Ради. Референдум – це дуже тонка річ. Референдум – це та штука, якою дуже часто шахраї вселенського масштабу, лиходії вселенського масштабу користуються як інструментом впливу. А вот как объяснил тот факт, что ОПЗЖ не голосовала за закон, депутат от этой фракции Николай Скорик, он сказал, что, по его мнению, закон не будет работать на практике. Цим законом буде передбачатися можливість проведення референдуму один раз на рік і тільки по одному питанню. От у мене таке просте запитання до президента. Коли він проводив своє опитування під час місцевих виборів, а чому він задав 5 питань, а не одне, як він планує? Тому закон недолугий, це просто вивіска того, що начебто буде народовладдя. В реальності він не буде працювати як закон про референдум. В то же время депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что вокруг этого закона слишком много мифов. Є якийсь певний міф, який пов'язаний з тим, що там начебто можна якимось чином, там, не знаю, легалізувати анексію Криму там, чи Донбасу. Це неправда. Є 4 запобіжники, які прописані в законопроекті, які не дадуть якихось таких порушень територіальної цілісності, які загрожують суверенітету. Але нагадаю, що є стаття 73 Конституції України, 3 розділі, яка якраз чітко пише, що будь-які питання території відносяться до питань, які виносяться на референдум. Але це може бути ратифікація міжнародних угод, якщо на це дає в тому числі дозвіл Верховна Рада. Тобто території ж можуть і збільшуватись. Вот оптимистично настроена Евгения Кравчук. Отмечу, что после принятия закона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что референдум, цитирую, является весомым инструментом расширения демократии в Украине. Он поприветствовал принятие этого закона. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкивались от заявления первого президента Украины Леонида Кравчука, который в эфире телеканала «Украина-24» сказал о том, что, по его мнению, в Украине можно было бы провести всеукраинский референдум по вопросам, касающимся временно оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И для того, чтобы не пересказывать все, что он сказал, приведем вот небольшой фрагмент из того, что он сказал. Цитирую: «Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была целостной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать». Напомню, что мы обращались к Леониду Кравчуку с просьбой присоединиться к нам в эфир сегодня, поучаствовать в нашем эфире для того, чтобы, во-первых, детализировать свою позицию, потому что, она спровоцировала много обсуждений. Во-вторых, для того, чтобы у него была возможность ответить на критику в свой адрес. Она прозвучала сегодня в нашем эфире. Отмечу, что у Леонида Кравчука эта возможность отреагировать на критику в свой адрес, которая прозвучала в нашем эфире, сегодня остается. И было бы как минимум действительно интересно узнать подробнее, что он имел в виду. Успеваю процитировать несколько еще ваших комментариев. В частности, комментарий под YouTube-трансляцией у нас, цитирую: «Какой референдум? Территории надо возвращать, а не продавать через референдум». Это была цитата. Есть комментарий у нас под Facebook-трансляции. Соглашусь с Разумковым, спикером украинского парламента. Референдум – это катастрофические растраты, которые в данном случае ничего не изменят. Крым и часть оккупированного Донбасса – это Украина.
Пишут у нас о том, ну вот предполагают, что, возможно, Леонид Кравчук хотел каким-то образом привлечь к себе внимание. Ну, не знаю, все-таки у Леонида Макарыча такая должность, что он и так довольно-таки влиятельный человек. Кроме того, вот еще цитата у нас из коментарів під Фейсбук-трансляцією. «Спочатку повернуть анексовані землі, потім референдум, а теперішні балачки – це узаконити злочин Путіна». Ну, есть у нас вот какой комментарий. «Я крымчанка, забудьте о возвращении нас в Украину», пишет наша слушательница, но при этом ей отвечают о том, что «я крымчанин, мы вернемся обратно домой». Как бы это трудно не было, но это произойдет. Донецк, Луганск, Крым – это Украина и точка. Спасибо всем нашим слушателям, которые присоединялись к нам в эфир, оставляли свои комментарии под YouTube, под Facebook трансляцией. Все последние новости на сайте Крым Реалии, а расшифровка нашего эфира будет доступна тоже на сайте Крым Реалии. Заходите, что не успели услышать, вы можете прослушать наш эфир еще раз. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.